Я рад, что папа меня никогда ни в чем не упрекал, давал свободу и разрешал мне заниматься тем, чем я хочу. И в детстве, когда я хотел на борьбу, он мне разрешал идти на борьбу. Занимался и футболом, и борьбой, и поступил после 3 класса в Бишкекское хореографическое училище вслед за братом. Имя Фарух появилось у нас совсем не случайно. Есть такой великий танцовщик, солист Мариинского театра, звезда мирового балета Фарух Рузиматов, который был и является до сих пор моим кумиром вообще в мире балета. Я учился в Ленинградском академическом хореографическом училище, и, конечно, я видел живьем, как этот танцовщик из кордо-балета вырастал во вторые солисты, первые солисты и, в конце концов, звезды. Я все это видел. Будучи не женатым, не имея ребенка, я знал, что если у меня будет сын, я назову его Фарухом. И вот когда появился Фарух, мы решили. Старшего не назвали, потому что, ну, по нашим кыргызским традициям, первого ребенка называют мои родители. И вот мои родители, моя мама назвала его Атабеком. Когда родился второй сын, мы уже твердо решили назвать его Фарухом. Я думаю, что не зря его так назвали. Он оправдывает такое высокое, да, имя этого великого человека. Даже мне, когда уже Фарух родился, приснился такой сон, что мы едем в Санкт-Петербург, встречаем Фаруха и говорим: вот, познакомьтесь, это Дасмат говорит, это мой сын, мы назвали в честь тебя. И он говорит: о, как здорово. И что вы думаете, лет 5 тому назад Фарух Рузиматов приезжает в Бишкек, у него был концерт здесь театра оперы и балета, одноактный он показывал. Потом уже за столом и подходит Дасмат, говорит: вот, этот Фарух, мой сын, мы назвали в честь себя. И дает показывать видео. Ну, Фарух в это время в отъезде был, у Атабека на сотке была запись, как Фарух танцует. И все, Рузиматов один раз просмотрел, второй. Говорит: Дасмат, он же крутой, он же круче, чем я танцует. Вот такая была история.
сразу скажу, что когда уже родились у меня 2 сына, конечно, я думал, что я не буду отдавать, что они отучатся в нормальной школе, закончат вуз, какие-то будут иметь другие профессии. Ну, но так получилось, наверное, что дети все равно вырастают в театре. Они приходили не только на спектакли, на мои спектакли, выступления, а приходили просто на репетиции, да, когда в свободное время я приносил с собой на занятия, они сидели в уголочке на матах. И как-то, естественно, они даже подсознательно, наверное, уже видели себя в этой профессии. Я с детства вырос на спектаклях отца, вот, и поэтому отец для меня вот тоже как кумир. Да. И все детство проводили на сцене и плакали, смеялись, когда отец выступал. Во весь зал кричали с братом, плакали, да. Как партнер был шикарный, очень именно как раз в дуэте. Многие партнерши очень любили с ним танцевать, именно с Дасматом, с отцом. Ну и так вот пошло, что вот и старший сын Атабек пошел в балет по стопам отца, и вот младший сын Фарух также тоже пошел. Дотяни. 2, 3, 4. Учился он в училище. Здесь у нас у Чолпонбека Базарбаева, в училище имени Чолпонбека Базарбаева, вот тоже у моей подруги начинала. Она сейчас преподает в Китае, Анара Токтогуловна. Тоже она всегда о нем отзывалась. Такой мальчик очень способный уже с детства был. Ну, у нас из-за зарплаты многие начали уходить, и не было мужских педагогов. Да, и в Алмате была мужская база очень сильная на то время. И отец решил меня отправить в Алматинское фотографическое училище. Меня приняли. С класса с 8 я начал участвовать в Алматинском хореографическом училище. Первый раз попробовал на конкурсе Урлеу. И я получил диплом, и для меня это было как-то обидно. Диплом, даже не место думал. Вот. И после этого Султан Жолдубаевич Касманов меня упорно готовил к следующим конкурсам. И начал поучаться, я начал выигрывать там золото, 2-е места. Я вижу, как занимаются участники других стран, других республик, какая у них база, какая школа. И как-то обмениваемся, и есть карьерный рост. Мне главное это было. Ну и звание лауреата – это то, что никто не отнимет. Я доучился до 2-го курса, и отец решил, чтобы я тоже закончил, как и папа, Академию русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой. И я на 3-й курс поехал учиться в Питер. Отец отправил документы, видео, и меня приняли дистанционно. Условия, конечно, шикарные. Для артиста балета прям вся база. Все расписано по твоему графику, как тебе надо, куда, какие предметы.
есть и массажисты, и тренер, который тебя будет правильно направлять, правильно мышцы накачивать. Конечно, была для него очень хорошая школа. Именно то, что вот он последние 2 года учебу взял, и это получилось даже как, знаете, как практика. То есть как бы основу он взял у нас, в Алмате, а там уже его отшлифовали и дали такой именно самый то, что кем он сейчас стал, это он, конечно же, точку такую жирную ему поставили именно в Санкт-Петербурге, в Академии Вагановой. По окончанию я не знал, куда деться, что делать с работой, и меня пригласили в Moscow City Ballet в Москву под руководством Голованова на солиста корифея. Мне очень понравилось там, потому что работать с такими людьми это просто тоже стоит этого. Гедеминус Леонович, вот он прям человек такой сильный. Вот от его репетиции это было очень тяжело, потому что с 10 утра до 9 вечера времени не дает на передых, и просто с утра до вечера неделю нас гонял очень жестко. Лично с ним довелось поработать. Только классика у нас была, репертуар только балет, 5 спектаклей около, Ромео и Джульетта, Лебединое озеро, Щелкунчик, вот, Дон Кихот, и Спящая красавица была. И от одноклассников с Алматы услышал то, что в Астане открывается новый театр. Вот. И хотел испытать удачу. Да, и взяли на основе аудишена театр Астана Опера. Проработал там полных 2 сезона. Тоже было очень интересно на такой большой сцене. Такой тоже красивый театр. И я думаю, что он бы так и продолжал бы работать. И просто на тот момент наш директор Османов Болот Салбарович сказал, что как-то пригласил к себе в кабинет, сказал, что надо бы поднимать наш балет. Давай подумаем, кого из наших же ребят, которые там работают сейчас по всему миру, а их довольно много, очень талантливых наших ребят работает по всему миру, и кого мы можем пригласить. Хотелось, я всегда отцу говорил то, что я уеду за границу, я буду зарабатывать, я хочу жить так. Отец мне с детства говорит, надо работать для страны, работай дома, патриотом будь. Атабек у меня старший тоже работал в то время в Москве, в московской труппе, тоже в MCB, Moscow City Ballet. Фарух на тот момент работал уже в Астана Опера. И я им предложил, ребята, вот такое-то предложение, что и правительство наше будет поддерживать. И как бы я их перетянул из этих трупп, из этих театров в наш театр. Ну, я решил сам, скорее всего, больше сам то, что захотел домой, как-то больше уюта, тепло, домашний уют. Ни в Казахстане, ни в России такого нет, как у себя дома.
Это прекрасная академическая школа. Это основа. У каждого танцовщика это основа академическая школа. У него она безупречная. Ну и, конечно же, техническая оснащенность. Это прекрасный прыжок, шикарное вращение, актерское мастерство. Это все вот в едином. И ему помогает создавать очень хорошие, полноценные образы в своих партиях, которые он работал. Ну да, у него есть хороший свой репертуар, свои партии. Это и «Золотой божок», «По Детруа», «По ДД», «Бирбанта». Вот последний у нас был спектакль «Материнское поле». Он исполнил партию «Одинокого солдата» в балете Молдобасанова «Материнское поле» в постановке Урана Лучича Сарбавышева. В этом году он танцевал солдата в материнском поле. Тоже великолепная техника, прыжок легкий, отлично станцевал. И, конечно, это наша гордость. Ну, у него свой хороший репертуар, шут, вот он считается один из самых лучших шутов, наверное, в истории кыргызского балета. Ну, я так думаю.
вы заметите, когда он выходит на сцену, да у него прям глаза горят. Он живет этим балетом. Наверное, добиться восхищения сложнее. Ну, уважать можно. О, хорошо прыгнул. Ой, замечательно там сделал то или иное движение. А когда ты смотришь, что у нее душа раскрылась, такой, о, восхищенно говоришь. Вот, за этим пришел зритель, да, в театр. Вот именно найти то восхищение тем, что ты не можешь зритель вот такую сделать, да, вот, допустим, чтобы душа пела, да, наверное. Не знаю, вот когда Фарух танцует, я чувствую, что, ну, на самом деле, как маме, наверное, я чувствую, у меня мороз по коже, и я думаю, неужели это мой сын так может сделать? Конечно, я думаю, что он прославляет и наш театр, и нашу республику на международной арене. За это ему надо просто сказать спасибо, что на международном уровне представлять и так достойно, конечно, это большого, дорогого стоит. Ну и то, что он еще не останавливается и продолжает, он участвовать на многих международных, вот даже вот за прошлый, 18-й, вот 19-й этот сезон, он стал победителем на 3 международных конкурсах. Это вот Гран-при Сибири, 2 раза он там побеждал, и 3-я, и 2-я премия. И 1-я премия вот он в этом году уже в Москве на большом тоже международном, на 5-м, по-моему, международном конкурсе вот артистов балета и танцевальных коллективов. Он взял уже это, золотую медаль и 1-ю премию. Это очень большая победа для него. Он, например, у него травма не зажила, он говорит, нет, я еду на конкурс. Я говорю, сына, может, не надо? Я говорю, все-таки надо залечить. Жизнь-то длинная, тебе же надо, чтобы у тебя ноги были в порядке. Нет, я поеду. Так, больше, наверное, запомнился Красноярск. Буквально там за 2 недели до конкурса я упал в театре и сломал себе руку. Раздробил весь мизинец, получается, 5-й палец. Вот. Мне собрали ее по кускам, ставили спицы, одели гипс, сказали, все, отдыхай. А я уже подал документы на конкурс, уже билеты куплены, уже костюм вышил, думал, блин, надо ехать по-любому. Снял гипс, одел бинт, замотал эластичный, телесного цвета. И промолчал в жюри, никому не сказав, проучаствовав, выиграл 3-е место со сломанной рукой. Вот. Как-то это, то, что вот с рукой проблемы были, мне кажется, наоборот, дало стимул. Я даже лучше, чем обычно выступил, чем готовился. Да, он в Красноярске, когда стал лауреатом, его заметил Гедемин Старандай, это знаменитый танцовщик, бывший ведущий солист Большого театра Союза СССР. Сейчас он как бы большой деятель искусства, имеет свою труппу. Вот он пригласил именно после конкурса, где он стал лауреатом, в Красноярске, в свою труппу погастролировать на 2,5 месяца. У него был тур по Испании. И Фарух поехал с ним на 2,5 месяца, вот с ним поработал, посотрудничал очень плодотворно, хорошо, и очень им довольны остались. И находясь на этих гастролях, именно он узнал о конкурсе, который состоялся в Москве, Moscow Dance.
Dance Moscow конкурс. И возвращаясь с гастролей, он сразу поучаствовал на этом конкурсе, где стал золотым лауреатом, первую премию получил. Так что все складывается. Оттуда, получив золотую медаль, он получил приглашение уже первый раз в истории тоже на международный гала-концерт звезд Европы, России, Казахстана выступала, проходила в столице Чувашии, да, в Чебоксарах. Туда получил приглашение. Так что все это взаимосвязано. Да? Сейчас мир открытый, видят твое выступление, видят яркое выступление, приглашают. Так что я думаю, здесь только открываться перспективы должны в этом плане. Пока он на конкурсе, мы никто не спим. У нас папа не спит, всю ночь переживает, курит, ходит. Все, Фарух пока, допустим, уже прошел конкурс. Иногда бывает, что 12-3 часа ночи, но на последний, допустим, под утро он писал: «Мама, допустим, я золото». Во-первых, мы не спали, ждали этого результата, а потом вообще не можем спать, потому что это эйфория радости, да. From a hard day's work. Если смотреть на ведущие театры, да, конечно, идут в ногу со временем, ставят новые спектакли, экспериментируют. Это всегда интересно. Ну, к сожалению, вот сейчас проблема какая, то, что молодежь многие уезжают. Сейчас у нас и так, по-моему, меньше 10 ребят. Прошлый сезон полностью театр без участия учащихся хореографического училища, театр не мог просто проводить свои спектакли здесь. Потому что у нас нехватка кадров. Все молодые ребята уезжают. Десятками просто работают. Сейчас во Владивостоке много наших ребят. В компаниях, в труппах, в Мариинском театре и в Приморской сцене. О нас думает в последнюю очередь. Ну, как говорится, если хочешь уничтожить нацию, уничтожь культуру. Культуру поднимать надо, тогда и мы вырастем. Нация, она же, о нас заговорят. Это же высшее искусство, элита искусства. Балет – это элита, я считаю. Когда привозят артисты золото, да, там первые места, какое-то идет все равно поощрение от театра. У нас такого нет, очень жаль. Человека, я вот в тот раз поднимала этот вопрос тоже, чтобы хотя бы в знак благодарности, что он так, для Кыргызстана это первое золото, то, что он привез, квартирой хотя бы обеспечили, да, сказали извините.
70-е годы, да, золотой век кыргызского балета. Для этого есть профессиональные педагоги, репетиторы. Самое главное, что у нас есть молодые, талантливые ребята, которые вот сейчас доказывают, что они на международном уровне, да, очень хорошего уровня. Танцовщики и танцовщицы есть очень хорошего уровня. Это самое главное, что для этого. Что требуется? Конечно, это внимание со стороны властей, Министерства культуры, правительства, конечно же, и даже первых лиц нашего государства. Как это делает в соседних странах. С поддержкой властей хороших, стабильной поддержкой и зарплаты, и выделением на содержание театра, достойного содержания театра. Тем более у нас единственный театр оперы и балета на всю республику. Ее надо содержать достойным, давать деньги на постановки, чего мы не имеем годами иногда, новых постановок. А театр не может существовать без премьер, без обновления репертуара, без пополнения репертуара. Это основополагающее любого театра, да, это репертуар. Мы должны его иметь. Мы для этого, как бы мы ни надрывались, да, мы любители, деятели балета, а чтобы расти, развиваться, мы должны иметь государственную поддержку. Я надеюсь очень на это. Что быть женой артиста балета сложно в том отношении, что надо всегда поддерживать, особенно мужчин, потому что что-то не получилось, что-то не так случилось. Это все время надо потихоньку поддерживать, надо, да, где-то поддержать, где-то похвалить, где-то сказать, что да, можно было еще лучше танцевать. Наша мама Светлана Кокитаевна, она преподает хореографию, преподает у нас в университете, театральные специальности преподает. Мы все люди творческие. И когда приходим, конечно, всегда говорим, ну, хотелось бы забыть об этом, как-то не вспоминать, но это, наверное, просто невозможно, потому что мы и вечером обсуждаем какие-то проблемы, планы на завтра. Без этого отстраниться от искусства невозможно, потому что это же не профессия. Это состояние души, да, это и вечером, и ночью, это всегда и в разговорах, и в мыслях, и в душе, это всегда и будет, наверное. Это. Я горжусь своим отцом. Он мне дал очень хорошее воспитание и всегда может помочь по любому вопросу. С детства меня наставляет прям на правильный путь.